сегодня собор Пресвятой Богородицы. Сегодня Святая Церковь прославляет Пречистую Матерь Божию, без которой не было бы никакого Рождества, не было бы никакого христианства и не было бы ничего. Святой Игнатий Богоносец говорит во II веке, даже в начале II века, замечательные слова о том, что еще до сотворения мира, до падения мира, Господь внутри себя хранил три великие тайны. Это приснодевство Пресвятой Богородицы, это таинственное, сверхъестественное ее Рождество, рождение Сына Божия и крест, смерть Господа Иисуса Христа. Вот эти три столпа, на котором зиждется христианская вера. И Матерь Божия, она была от всего рода человеческого представлена пред Богом, потому что весь Вифлеем спал. Никому Христос не нужен был. И только пречистые руки Богородицы приняли его с небес, и праведный Иосиф вместе с Матерью Марией Иисуса Христа служили Богу. И даже места не было в гостинице им, не было им места среди человеческого жилья. И в пещере, куда пастухи вифлеемские загоняли скот в непогоду, в этой пещере родился Бог, в этой пещере родился Христос. И Матерь Божья является великим столпом христианской веры. Ибо когда еще человек только пал, согрешил, проклята земля в делах твоих, тернии волчцы возрастит на тебе, в пот лица твоей будешь добывать хлеб от этой земли, доколе не возвратишься в нее, из которой ты создан. Так Господь проклял землю, человека, и за падение, и пал человек, и пал весь мир, пала вся природа, все стало падшим, все стало во тьме дьявольского владычества. И в это время, когда, казалось, никакой надежды нет, все погибло, все разорвано, и здесь Господь дает обещание. Это 3 глава книги Бытия, начало Святой Библии. «И вражду положу между тобою, сатана, и между женою, между семенем твоим, дьявол, и семенем твоя. Ты, сатана, будешь блюсти его пяту, а он будет блюсти твою главу». То есть здесь прямо указано, что придет время и явится Матерь Божья, и бессеменное зачатие произойдет, сверхъестественное, таинственное, непостижимое человеческим разумом. Произойдет Рождество, и Сын Божий, ты будешь блюсти его пяту, а он будет блюсти твою главу. То есть своей ногой божественной Христос, Спаситель, сотрет, уничтожит главу древнего змея, и будет побежден грех, и будет даровано человечеству благословение, освобождение от проклятия, греха и смерти, и снова человечеству открыт путь в рай. И вот этой женой, о котором говорит Господь в самом начале Библии, это, конечно, была пречистая Матерь Божья. Матерь Божья пришла в этот мир в свой срок. Она пришла таким же образом, как приходим все в этот мир мы, от престарелого Иоакима, священника, и Анны, старых родителей. Чудесным образом рождается Пресвятая Дева Богородица в глубокой старости. Она была введена в храм и воспитывалась в храме до 12-летнего возраста. Так было положено по закону иудейскому, не было тогда института монашества, и в это время отроковицы должны были выходить замуж. Но поскольку Дева Мария была настолько великой уже в своем детстве, что первосвященник, ангели Божий удивившийся, как от Дева в ниде во святая святых.
во время вхождения во храм первосвященник ввел Пречистую Деву туда, куда один раз в год первосвященник заходил в алтарь, жертвенной кровью, которую приносил за свое невежество и за грехи людей. Один раз в год. И вот введение во храм священник Захария, отец Иоанна Крестителя, приводит Пречистую Деву во святая святых. То есть Матерь Божья уже была велика, благодать была на ней, тогда уже эта благодать была видна, потому что много было девиц, достойных, чистых, но не всем была дана такая благодать. Не всем было даровано такое призвание. И Матерь Божья, когда достигла 12-летия возраста, конечно, настало время замужества, но все прекрасно понимали, что это необыкновенный человек. Замужества никакого она не хочет, и оно ей не нужно. Она предназначена для другой семьи, Божьей семьи. Она предназначена для великого служения Богу. И поэтому, поскольку нет монашества, тогда не было этого, и первосвященники призывали в таком случае родственников и отдавали на воспитание дальше этих девиц. И призвали старца Иосифа, обручника, так называемого, старого человека, родственника, и когда он пришел, торжественно священники поручили Матерь Божию его попечение, чтобы он хранил ее, берег ее. И в это время совершается великое таинство. Иосиф привел Марию в дом, и вдруг видит, она не праздная, она беременная. Он в ужасе, но будучи человеком праведным, чистым, он не хотел обличить Марию и хотел тайно отпустить ее. Как человек он размышлял. Но как когда-то Аврааму Бог явился и вразумил его не приносить Исаака в жертву, так и здесь ангел Божий явился Иосифу во сне и сказал: Иосиф, сын Давида, ты какого звания? Ты сын Давида. Ты какого потомства? Помни это, не убойся приять Марьям, жены твоя, ибо родшаяся в ней есть от Духа Святого. И родит сына, и назовешь ему имя Иисус. Он будет великим, славным. И действительно так совершилось, как было предсказано пророками, всеми праведниками Ветхого Завета. И когда император римский Август приказал сделать перепись всего населения Римской империи, а Благовещение случилось в Назарете, и Мария и Иосиф должны были пойти в свое отечество, поскольку Иосиф глава семьи, значит, по его линии идет родство, и он должен был пойти в Вифлеем. Он взял Марию, и пришли они в Вифлеем, и настало время Рождества. И оно не настало просто так, потому что много было пророчеств. Михея, Исаия, Иеремии, величайших пророков. И ты, Вифлеем, ничем не заметный город в Иудее. Ты великим станешь, из тебя родится вождь, который упасет народ мой Израиля. И в этом Вифлееме, в этой пещере и произошло Рождество. Весь Вифлеем спал, все были дома, родственники, ближние, гостиницы переполнены, и нет места, негде было совершиться Рождеству. И Рождество совершилось в убогой пастушьей пещере, и праведный Иосиф служил этому таинству, животные, которые грелись там, и пастухи бедные, вифлеемские, которые ночью держали очередь пасти свой скот, стражу ночную. И в это время небесное воинство явилось, ангелы явились,
Слава Вышне Богу, и на земле мир. Человецы благоволение воспели, и пастухам возвестили. Здесь совершилось великое чудо. Христос родился. И они пришли в пещеру и нашли действительно Иосифа, и Марию, и младенца, лежащего в пеленах. Совершилось великое таинство Рождества, пришествие в мир Сына Божия. Апостол Павел об этом много раз говорит, что исполнение времен пришло, и великая тайна явилась, одна из 3 тайн, возвещенных и хранимых Богом в себе, Рождество. И они прославили, а ведь до этого между ангельским чином и человечеством после его изгнания и проклятия была тьма, была пропасть. Ангельский мир не общался с человеком. А вот здесь ангельский мир спускается с неба и смешивается с человеческим родом, с пастухами вифлеемскими, и славит вместе с людьми Бога. Ангелы славят Христа вместе с людьми. Соединяется небесный мир и грешный человеческий мир, освящаемый жертвой, кровью Иисуса Христа. И вот поэтому Матерь Божья, как свеча от всего человечества, она стояла у истоков священного христианства. И христианство с первых веков почитало ее как величайшей святыней, еще при жизни, когда она была жива. Евангелист Лука, как говорит священное предание, на доске обеденного стола, где обедало святое семейство, он настолько был поражен этому таинству Бога воплощения, он видел Пресвятую Богородицу и на доске написал ее лик с божественным младенцем на руках. Великое таинство, хранимое самим Богом внутри себя, это приснодевство Марии, это ее Рождество и крест. 3 столпа, на чем зиждется христианство. И Матерь Божья, конечно, как человек, когда архангел ей возвестил, она говорит: как же это будет, я же мужа не знаю. Дух Святой надет на силу Вышнего осенит тебя. Это великая тайна. И Матерь Божья, она не понимала, она не знала. Она всего до конца, так и она только в конце жизни, когда Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы, произошло просвещение Духом Святым, вот тогда стало все ясно. А до этого Матерь Божья не понимала, что какое трудное служение ей предстоит. Она знала, что она должна быть верной рабой, что она ни на минуту, ни на секунду не должна проявлять маловерие или неверности, все погибнет. Если она проявит малодушие, проявит неверие, проявит сомнение, ничего не будет, никакого Рождества, ничего не произойдет. И Матерь Божия, когда услышала благовестие архангела, она четко сказала: «Се раба Господня, и да будет по глаголу Твоему». Что бы со мной ни случилось, что бы со мной не было, я буду верой и правдой служить Богу. И она верой и правдой, чистой жизнью святой посвятила служению Богу, как и обещала, за что церковь ее почитает, за что мы и почитаем ее, и молимся, потому что она была верной рабой Господней, верной служению Богу. И, конечно, молитва Матери Божьей, звезда от звезды разнствует, апостол Павел говорит. Звезды разные, а святых, когда рассуждает. И если молитва пророка Илии, когда не было 3 года 6 месяцев дождя на землю, была великой, много может молитва праведного, то теперь, исходя из слов Священного Писания, понятно, а какова же всесильная молитва
и благословение Царицы Небесной. Торжество, собор которой сегодня Святая Церковь прославляет. Это великая тайна. Конечно же, мы сегодня слышим в Евангелии, что происходит. Эта тайна открылась тогда, первая, когда звезда на небе зажглась и привела волхвов в Вифлеем. Ирод царь, вот здесь начинается очень интересный момент. В то время, когда волхвы, Матерь Божья, праведный Иосиф славит Бога, царь Ирод, сидевший в Иудее царем, владевший огромной территорией, он возомнил, что родился царь, его конкурент на престол, и он его скинет с престола. И поэтому он сразу же умыслил, услышав от волхвов, что родился царь иудейский, родился великий Бог. Он услышал это, прознал, и лукаво говорит, даже не сообразив, если у него была вера, он с волхвами бы пошел поклонился. Вы идите, поклонитесь и скажите мне, где он, и я пойду поклонюсь ему. Вот это человеческий грех. Вот это человечество невежество. Вот это человеческий порок. Вот это прах, вот которым сегодня одержим почти весь мир. Мало как Иосиф, Мария, волхвы. А иродов сегодня предостаточно. Все живут земным царством, земным наслаждением, земным богатством, по-земному мыслят, но не по-небесному, как Матерь Божья, Иосиф. Ирод думает о другом. И ангел Божий явился волхвам, запретил им идти тем путем, не идти к Ироду, другим путем возвратиться в свою страну. А Иосифу во сне явился и сказал: Иосиф, встань, возьми отрочай матерь и бежи во Египет, ибо ищет Ирод царь убить младенца. И происходит из-за греха, порока, зла, в котором одержим человек, страшное злодеяние. Ирод, видя, что поруган от волхвов, обманут волхвами, он решает в Вифлееме и во всех окрестностях убить всех младенцев до 2-летнего возраста мужского пола. И он истребляет огромное количество младенцев в Вифлееме и в его окрестностях. А Господь был в Египте. Ну и что же Ирод, натворивший столько зла, сделав столько порока, так держался за свой трон, такой ценой, и что произошло? Вскоре он умер, и все. И смерть отняла у него царство. И Божий ангел явился Иосифу и сказал: встань, Иосиф, возьми сына и матери его, и иди снова в землю Израилеву, ибо эти люди умерли, твоих врагов больше нет. Но узнав, что Архилай царствует в Иудее, Иосиф все-таки, опасаясь, тоже по-человечески, пошел другой страной и вселился в граде Назарете. И опять да сбудется реченное пророком, яко Назарей наречется. Назарей не просто так, как была секта Назареев, а именно назаряне, даже в Магометанском Коране христиане называются назарянами. Иудеи говорят поклонники распятого или назаряне. Потому что в Назарете совершилось благовещение, и в Назарете прошло все детство Иисуса Христа. И называется он Назарянин, Назарей, наречется, как сегодня сказано в Священном Писании. Вот поэтому Святая Церковь прославляет Матерь Божию. Но
Это было бы так, если бы человеческий грех не вмешался и сюда. Потому что буквально уже где-то с века третьего, когда христианство стало при Константине свободным, появляется много ересей. И Несторий, и другие деятели арианства, не признававшие Иисуса Христа Богом, с другой стороны, стали не почитать Матерь Божию, заявляя, что Матерь Божья, она сделала свое дело, она выполнила, она была женой Иосифа, у нее были дети от Иосифа дальше, и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь по этому поводу были собраны несколько Вселенских соборов. И Несторий именовал Матерь Божию Христородицей. Очень много было споров о Преснодевстве Марии, о той тайне Божьей, о чем я говорил словами Игнатия Богоносца. И все-таки Церковь утвердила почитание не Христородицы или еще какого-то существа, а Богородица, потому что действительно она родила Сына Божия, она родила Иисуса Христа, который есть истинный Бог, с Отцом и Святым Духом во едином Божестве славим мы и прославляем. Но и сегодня ведь это ересь, ведь и сегодня во всех этих баптистах, адвентистах, яговистах и прочих истах, ведь до сих пор это мнение о Матери Божьей существует. И не знаешь я, донь же роди сына своего первенца, на библейском языке это значит, рассказано, что не знал Иосиф Марии в настоящее время, то он ее не знал никогда. Подразумевается, именно когда мы читаем Библию, язык Библии, есть действительно каждое произведение свой язык. Вот язык Библии как раз говорит об этом. Раз сказано так сейчас, то значит этого не было никогда. Никогда Иосиф не был в супружеских отношениях с Марией, никаких детей больше у них не было. И даже потому, о чем мы говорим не о человеке и не о человечестве, не о Ироде. Если глазами Ирода смотреть, иродиан, безбожный, тогда все, что угодно можно придумать, кому что вздумается. Но мы смотрим глазами Иосифа, мы смотрим глазами архангела Гавриила, глазами Божьими, прозреваем эту великую тайну, и мы с вами видим, что то, что Матерь Божья была предназначена только для Бога, для великого служения, это великий священный сосуд. И никакая человеческая рука да не коснется кого-то рука скверных. На Успение поет Святая Церковь. Никакое скверное мнение, никакая скверна не должна здесь иметь места. Потому что это дело божественное, это дело священное, это дело всемогущего Бога, и поэтому Матерь Божья, она всегда чистой и называется Приснодевой. И поэтому мы ее прославляем за ее великую верность Богу. Когда Дух Святой сойдет, и когда мы читаем, что в Евангелии о том, что Христос сказал, вот моя мать, вот мои братья, баптисты говорят, и Матерь Божью он как бы с Иосифа отодвинул, то здесь нужно разумевать как раз вот эту вещь, что Матерь Божья, она не понимала. Она жила законами Ветхого Завета. Она не знала, как мать пришла за сыном своим. Она не до конца понимала, что дитя ее необыкновенное. Дитя ее священное, она это видела. Она благоговела перед ним, но она мать. И Господь ей сказал такие слова. Вовсе здесь
никакого непочтения к Матери Божией нет. Абсолютно никакого. Христос четко говорит ей, что она еще не просвещена, но Он послушал Матерь Божию. Кане Галилейской сказал, еще не пришел час, а все-таки превратил воду в вино. И Матерь Божия говорит, что Он вам говорит, то и слушайте. И нам тоже так же говорит всем. И здесь Христос, несмотря ни на что, встал и повиновался, и пошел в дом свой с матерью своей и праведным Иосифом. Так что здесь никакого непочтения к Матери Божьей нет. Но ведь когда собрались апостолы собрались, то женщин там не было. А если они и были, то Дух Святой, мы читаем Писание, сошел только на апостолов и на Матерь Божью. В виде огненных язык день Пятидесятницы только на апостола и на Матерь Божью. Вот когда Дух Святой сошел на апостола Матерь Божью, вот здесь они стали совершенно другими, просвещенные Духом Святым, Божьей благодатью, вот тогда они поняли все. В Духе Святом, Царю Небесный, утешили душе истины, Дух истины, они поняли истинное служение христианства. Тогда им все стало понятно. И освященные благодатью Святого Духа, равно с апостолами, Матерь Божия имела ревностное служение, проповеди христианства. Вот таков образ Пресвятой Богородицы, вот такова ее сила молитвы, ее благодати, которая говорит и свидетельствует весь мир об этом, весь верующий мир, верующих в Бога, верующих во Христа, все, кто хоть чуть-чуть приближается к вере Божьей. И вот сегодня, второй день Рождества, мы празднуем собор Пресвятой Богородицы. Мы славим Матерь Божью за ее очень страшное служение, очень трудное служение. И физически, и духовно. Страшно тяжелый крест. И у креста, когда разбегутся все, бросят Христа все, только Матерь Божья будет стоять у креста с Иоанном Богословом, будучи верной до конца. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, вот почему Матерь Божья достойна всякого почитания, всякой любви. Она наша Мать. А Мать Церкви, она любит нас. Она покрывает нас, как любая мать любит своих детей, а дети бывают умные не очень, послушные не очень, богатые не очень, всякие. Но для матери все дети равны. Для матери любовь материнская каждому ребенку индивидуально. Каждому ребенку она не смешивает какую-то безличную любовь. Она знает каждое свое чадо. И каждому своему чаду найдет ключ к его сердцу. Так и Матерь Божья. Она видит нас с вами. Мы разные. Мы такие же разные. Но каждому сердцу нашему Матерь Божья находит свой ключ. Открывает, благословляет, утешает, наставляет нас. Когда мы спим, она молится. Когда мы за столом сидим, ведем всякие беседы пустые, она молится о нас. Когда мы забываем Бога, она молится о нас. И всегда Богу говорит, они хорошие, они добрые, помилуй их. Так вот, находите хоть несколько минут в сутки, чтобы поблагодарить Матерь Божию, попросить Матерь Божию, чтобы она всегда предстательствовала за нас, молилась за нас. И Бог нам посылал всем свою любовь, благодать и спасение. Аминь.